прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио «Титим Саха-радио». Это национальная вещательная компания «Саха». Режиссеры Ольга Степанова и Максим Владимиров. У микрофона ведущий редактор Юрий Сергеев. Здравствуйте, доброго дня. В нашей сегодняшней передаче о деятельности Якутского музея имени Емельяна Ярославского, о работе филиалов, о мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, мы расскажем во второй части нашей телерадиопередачи. Ну, а сейчас я представлю первых гостей студии. Это Борисова Татьяна Иннокентьевна, руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте. И Яковлева Анна Николаевна, руководитель ресурсного центра волонтеров финансового просвещения Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели. Тоже приветствую вас. Тема нашей сегодняшней передачи – финансовая грамотность для всей семьи. Проведение 6-го республиканского фестиваля финансовой грамотности под названием «Семья. Инвестиции в будущее». И вот сегодня мы поговорим вот об этом событии, которое может, действительно, в это мы будем верить, изменит ваше отношение к финансам и укрепит будущее вашей семьи. 6-й республиканский фестиваль финансовой грамотности «Семья. Инвестиции в будущее» уже стартует завтра, уважаемые телезрители, радиослушатели, в среду, 19 января. Хотя уже мероприятия начались чуть пораньше, да, в рамках этого фестиваля. Да. Вот я обращаюсь тогда к Татьяне Иннокентьевне, пожалуйста, об этом фестивале несколько слов. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы сегодня с вами поговорим о финансовой грамотности в целом и о нашем фестивале. Фестиваль проводится в этом году уже 6-й раз. А если ранее фестиваль первый был проведен у нас в онлайн-формате, да, во время пандемии, то 2 года, и сейчас у нас уже идут в очном формате. Фестиваль, участниками фестиваля у нас могут быть семьи. То есть здесь возраста нет у нас, да? Дети, дошколята, школьники, студенты, взрослое население, трудовые коллективы и, конечно же, серебряный возраст. На фестивале мы будем говорить очень много о финансах. Как финансы создаются, да, для чего нужны защита от финансовых мошенников. Да? У нас очень много локаций, такие локации, как бизнес-диалог, это у нас уже будет 20 марта. Бизнес-диалог будет проводиться с предпринимателями. То есть предприниматели, уже работающие несколько лет, скажем так, да, с опытом работы, будут делиться своим опытом. Это очень интересно. Да. Финансовая грамотность в бизнесе называется. Потом у нас будет, опять же, в очном формате лекторий. Здесь у нас будут участвовать регионы. То есть помимо нашего центра, в других регионах тоже есть центры финансовой грамотности, и они будут делиться своим опытом работы. Если в прошлом году участвовали 10 у нас спикеров из других регионов, то в этом году уже будет 12. Также очно к нам приедут 3 региона, чтобы участвовать в нашем фестивале. 21-го очная часть у нас будет в мультимедийном музее «История. Моя Россия». Фестиваль будет проходить с 14 часов до 18 часов. Будет очень много интересного. Локаций будет очень много. Будут задействованы все 2 этажа музея. То есть первый этаж полностью у нас студенческий, молодежный, детский. Там будут идти игры, квест-игры, различные подвижные игры, настольные игры для детей. Да? Там будут подведены конкурсы. Анна Николаевна расскажет про конкурсы. На 2-м этаже у нас будет финансовый советник. То есть здесь придут финансовые консультанты. То есть вы узнаете, что такое налоговый вычет, как получить пенсию, как она оформляется, Роспотребнадзор придут, МФЦ придут представители, и всех банков города Якутска придут. Очень много информации, да. Вот поэтому действительно полезное мероприятие. И будет ярмарка, продажа местных производителей. Начиная от сувениров детских, заканчивая, конечно же, продуктами питания. Ну что ж, действительно, уважаемые телезрители и радиослушатели, мероприятие очень важное
для каждой семьи, для каждого человека. И все-таки там можно получить действительно какие-то первые, да, азы, наверное, финансовой грамотности, что и как это, с чем это связано, да. И, конечно, все-таки желающих и стать участниками этого фестиваля тоже немало, наверное, да, Анна Николаевна? И как вот к ним присоединиться? Ну, у нас есть сайт, да, Финфест, пожалуйста, зайдя туда, можно посмотреть все локации, интересующие, допустим, по возрастам, по своим интересам можно найти любую свою информацию, да, то, что вам ближе, то, что вас это волнует. Так, помимо этого мы разослали информацию тоже по соцсетям, это все у нас идет, раскручивается. Волонтеры по всей республике тоже знают, да, информацию, да, носят до своих слушателей, поэтому, ну, каждый, вот, кто желает, начиная от мала, как Татьяна Иннокентьевна сказала, да, до серебряного возраста, все, пожалуйста, добро пожаловать к нам на мероприятие. Гарантируем, так или иначе найдете для себя полезную информацию. Да, вот кто такие все-таки волонтеры? Ну, есть волонтеры, эко-волонтеры, да, вот, есть волонтеры, скажем, спортивного, да, такого направления, в общем-то, ну, и других тоже можем назвать еще немного. Анна Николаевна, все-таки вот вы, как вот работаете непосредственно с волонтерами, вот, что они себя представляют, скажем так, финансовых волонтеров? Ну, мы являемся волонтерами именно финансового просвещения, да, это одно из более чем 20 направлений. И, ну, волонтеры финпросвещения — это намного такое, скажем, молодое движение, наверное, будет, да, поскольку в последние годы у нас прямо очень актуально становится именно финансовое благополучие, финансовая культура населения, да. И волонтерами на данный момент могут стать дети, ну, хоть маленькие дети, да, могут стать, но согласие родителя. Обязательно согласие родителей. Да, согласие родителей до 14 лет они могут стать. А с 14 лет дети уже сами могут зарегистрироваться, могут принимать участие у нас. И регистрация у нас идет на такой вот большой, да, самой, наверное, скажем, большой платформе Добро.ру называется. Это добровольческая платформа. Можно там любое свое направление найти, не обязательно по финансовой грамотности, да, скажем. Кто у нас есть на данный момент в волонтерах? Это школьники, это студенты, это преподаватели, это библиотеки, это трудовые коллективы, это ответственные по финансовой грамотности в муниципальных образованиях. Да, то есть волонтеров очень много. И серебряные волонтеры. И каждый, кому вот эта тема не безразлична, кто проводит по ней какие-либо мероприятия, присоединяется к нашим мероприятиям, да, они становятся нашими волонтерами. Ну, обычно волонтеров вот подготавливают, да, какую-то там семинары для них проводят. Что-то в этом плане у вас тоже есть, наверное? Ага, есть. Для начала. Ну, для начала, скажем так, на Добро.ру там уже есть свои курсы для волонтеров, да, основы волонтерства называется. Ну и начиная отсюда уже потихоньку там и команда образования, курсы есть. Плюс к этому мы еще сами, да, свои курсы тоже проводим. Школа волонтеров для школьников, школа волонтеров для студентов, школа волонтеров для пенсионеров. Вот таким образом работа кипит и идет. Подразделяются, да, такие направления. Так, ну теперь вот вебинары, наверное, да, вот тем, наверное, тоже, как вы сказали, очень много. Татьяна Иннокентьевна, ну, может, назовите основные, да, какие? У нас по направлению фестиваля, в рамках фестиваля проводится сегодня, вот, да, буквально 17 числа, со вчерашнего дня до 22 марта, лекции в трудовых коллективах. Акция «Стоп, мошенник». Вы все знаете, что сегодня финансовое мошенничество набирает очень большие обороты, да, это очень такой, скажем, бич общества, да, поэтому мы ведем профилактику, практическую работу и проводим, если мы ранее, да, в прошлых годах проводили лекции для детей, да, педагогов, да, то и в этом году мы все-таки выбрали вот эту акцию «Стоп, мошенник». Проводим лекции в трудовых коллективах по приглашению самых трудовых коллективов. Конечно, акция очень полезна, я считаю, да, «Стоп, мошенники». Ну, хочется надеяться, что она поможет защитить, наверное, семьи, да, финансовых от
обмана, финансового Да. обмана. Хочется бы надеяться, конечно, на это. И все-таки надо сказать, что сегодня, когда вот действительно ежедневно, каждый месяц меняются схемы мошенников, да, все прямо на лету как-то все происходит, даже Мы не успеваем. не успеваем за этим даже проследить, да, и как иногда вот люди прощаются, скажем так, уже со своими миллионами, там, тысячами, да, и люди и в возрасте, и молодые люди, то, вот, действительно, вот эти акции, наверное, они должны быть, конечно, в любом случае, да. Вот, теперь, конечно, ну, вот какие вот навыки, да, ну, конечно, вот где-то вы уже сказали, несколько слов об этом, навыки, знания смогут получить участники вот фестиваля. Ага, ну, какие навыки, да. Даже вот предположим, что у нас вот конкурсы идут сейчас, да, конкурсы для дошколят, это подарок для Фини. И тут уже дошкольники со своими мамами, с бабушками, да, занимаясь, делая вот эти подарки для Фини. Фини — это у нас символ финансовой грамотности Якутии, мамонтёнок, да? Мамонтёнок Финя. И вот в процессе вот готовки вот этого подарка для Фини, да, дети уже непосредственно разговаривают с родителями, что такое деньги, что такое финансы, откуда деньги приходят в семью, да, вот уже первые основы, да, идут основы понимания, да, азы финансовой грамотности. Для школьников 7-10 лет конкурс лэпбуков. Да, то есть это вот раскладные такие книжки, где все о финансах, о семейном бюджете говорится. То есть, само собой, в процессе ребенок тоже начинает понимать, вникать во все это. С 11 до 15 лет это у нас плакаты. Да, дети рисуют. По кибербезопасности. Плакат. То есть уже тематика поменялась. Да. Если для дошкольника это подарок был для Фини, то тут уже дети постарше и тема посерьезнее пошла. А для детей от 15 и старше, для студентов, да, у нас идет конкурс видеоистории «Экономика в тылу во время Великой Отечественной войны». Тут уже достаточно у нас дети берут интервью у своих пожилых родственников о воспоминаниях, да, тех лет, как они переживали, то есть как пережили эти годы именно в финансовом плане. Военное и послевоенное время. Вот, то есть тут уже дети в истории, да, в своей истории узнают, что да как у нас происходило. Это еще и приурочено к 80-летию Победы. Да, поэтому вот так. Помимо этого у нас очень много, сказали, локаций будут, да, финансовые советники о налоговых вычетах, да, узнают, как пользоваться этими вычетами. Ну, информации будет достаточно, да, о долгосрочных накоплениях уже Татьяна Накентьевна расскажет. Ну-ка, Татьяна Накентьевна, вам слово тогда. Так, у нас очень много будет локаций, и вот когда у нас будут консультации, да, консультации будут индивидуальные. Все консультации, вот это все ярмарка, все вот эти мероприятия бесплатные. Все лекции бесплатные. Мы даже когда выезжаем, да, в обычно будние дни, мы волонтеров отправляем на лекции бесплатные. Курсы у нас для педагогов по финансовой грамотности бесплатные. Да. Ну, вот, всегда вот по идее финансовая грамотность, да, мы учим правильно пользоваться. И, конечно же, здесь с 2 до 4 будет у нас локация «Финансовый советник», примут участие специалисты. Они будут рассказывать, да, вот сейчас на сегодня у нас идет на площадке госуслуги самозапрет по кредитам. Так. Очень интересно, вот, да? Да, это очень интересно. Но да. Наши телезрители, радиослушатели, если можно, чуть поподробнее. Да, здесь мы заходим на госуслуги и ставим самозапрет. Заявление есть, да, вкладка, ставим самозапрет на кредиты. То есть мы сами себе как бы ставим такой вот, скажем, запрет. Никто оформить кредит не может, не имеет права на нас. Мы можем самозапрет снять, если вдруг мы захотели получить кредит. Да. Самозапрет нужно ставить уже своим родителям. На сегодня у мошенников нету категории, да, возраст, нету категории. Да, конечно. Там, да, мужчина, женщина, там, дети, ребенок. Конечно, здесь поэтому лучше, конечно же, ставить. И детям можно поставить. В любом случае можно его снять. Очень хорошее, будет интересно, расскажут нам, да, представители структур экономических, финансовых про программу долгосрочных сбережений. Это на сегодня это очень актуальная тема. То есть как можно накопить, через какое время, да, и здесь уже еще будет, мы же не только копим деньги, да, в банке там, да, но здесь еще будет финансирование, то есть, да, государством наших сбережений. Очень интересно. Все раскрывать не будем.
вы придете на фестиваль, мы все расскажем. Хорошо, Да. конечно, там более подробная будет информация, да, уважаемые телезрители, радиослушатели. Вы там можете все получить действительно с первых уст и с первых рук, как говорится. А вот какие материалы, скажем, ресурсы, да, будут доступны участникам для самостоятельного изучения? Ведь, конечно, лекции Да. хорошо, да, но ведь надо же самостоятельно тоже ведь изучать, наверное. Согласны со мной? Юрий Николаевич. Вот здесь все материалы, материалы, все материалы по финансовой грамотности, они у нас есть на нашем сайте Финграм Якутия. Так. Там полностью информация про проводимые, про наши выездные мероприятия. Есть там вкладка материалы. Материалы, да. Есть еще у нас сайт Финфест, именно нашего фестиваля. Там есть архив. Можете посмотреть фестиваль прошлого года, позапрошлого года, какие локации были, о чем говорили спикеры. Вот. Возможно, 4 года назад говорили совсем по-другому, да? Закон меняется, мир меняется, на сегодня уже вот таким образом. Это очень интересно. Архив у нас очень большой. Поэтому и хочу добавить, да, конкурсом. Анна Николаевна, у нас проводился в прошлом году конкурс журналистских работ. То есть участвовали журналисты, более 30 журналистов в области радиовещания, телевидения, да, и, конечно же, печатных изданий. И вот на фестивале мы будем вручать победителям награды. Хорошо. Очень хорошие награды. Также был конкурс, второй конкурс, да, у нас 2 конкурса. Федеральный конкурс, мы проводили региональный этап методических разработок педагогов по финансовой грамотности, то есть участвовали воспитатели, учителя школ и преподаватели средних профобразований. Первое место у нас заняла преподаватель Хабаровского края. Так как в Хабаровске нету такого фестиваля, мы разрешили ей участвовать. Она приедет за призом к нам. И вот будет, да, у нас уже обороты такие, скажем так, да. И еще у нас есть помимо регионального центра компетенции финансовой грамотности, волонтерского центра, еще 3-й центр, методический центр, да, переподготовка, квалификация педагогов. Мы обучаем сегодня педагогов Магаданской области. Так. Помимо республики. Магаданской области. Потому что у них тоже нету центра. И вот Высшая школа экономики, мы являемся филиалом Высшей школы экономики, они вот нам поручили, мы уже 2-й год их обучаем. И еще в этом году нам после осени этого года дадут Чукотку. То есть Дальний Восток. Да, вы что говорите? Да. То есть наша республика опять впереди, да, скажем, планеты всей в этой. Потому что у нас часовые пояса позволяют обучать. Мы обучаем очно-дистанционно. А дистанционно тоже можно, да? Очно-дистанционно. То есть подключаемся сразу и получаем. Ну вот некоторые, конечно, вот люди может так подумать, да, ну фестиваль, конечно, это очень хорошее мероприятие, проводится раз в год, да, ну вот, а в остальное время вот там до следующего фестиваля надо тоже ждать время, так? Нет, мероприятий у нас очень много. Очень много. В прошлом году было 150 мероприятий. Даже? То есть мы проводим не только мы, вот наш центр, да, но у нас есть очень много соорганизаторов. Да, то есть 7 министерств у нас являются организаторами. Так. Да. Помимо специалистов экономики у нас еще волонтеры тоже помогают. У нас мероприятий очень много. У нас ежемесячно проводится таких всероссийских мероприятий, да, мы участвуем в всероссийских мероприятиях, в региональных мероприятиях. Это понятно. Ну, значит, волонтеры тоже нагрузка-то увеличивается. Волонтеры в месяц, скажем, как минимум 3-4 мероприятия. 3-4 мероприятия. Да. Это только по волонтерам. Помимо волонтеров у нас вот 3 центра. Да. Так что работы очень много. В общем, волонтерам тоже ведь надо на это дело как-то. Да. И время найти надо, так? Где-то в учебе, там, и школьники, например, студентам, да? Да. Но это все-таки полезное дело. Ну вот школьникам, да, скажу, именно школьникам-волонтерам, да. Чем она? Во-первых, ранее у нас школьников не было, да, то есть это студенты, это взрослое население было, и с прошлого года к нам вот активно стали присоединяться школьники. Во-первых, это для них новшество, да, это выход за пределы школы, это множество новых мероприятий, впечатлений, новых проектов, да, ну и вдогонку, наверное, скажу, что это дополнительные баллы к ЕГЭ. О, да, видите, вот стимул есть, да? Да, и вот эта волонтерская книжка, она у них видна в госуслугах. И когда дети будут поступать онлайн,
да, на вузы, скажем, да, и если у них какой-то спорный момент, да, какие-то баллы сравнялись, вот, пожалуйста, волонтерскую книжку открыли, активные дети, пожалуйста. Ну, осталось у нас буквально около 30 секунд. Татьяна Иннокентьевна, ну, наверное, вам Приглашаем всех, да, жителей города Якутска, ближайших районов на наш фестиваль, и также всех жителей Республики Саха-Якутия подключиться на онлайн-мероприятие. Все, спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, первый блок нашей программы «Якут сегодня» подошел к концу. Продолжаем наш прямой эфир. Это передача «Якутск сегодня». Очередной собеседник, директор Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского, народный депутат Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия 7-го созыва Николай Дмитриевич Бугаев. Добрый день. Здравствуйте, Николай Дмитриевич. Ну, сегодня, уважаемые телезрители, радиослушатели, день тоже особенный, знаменательный, я бы сказал, исторический. Его можно назвать Днем Крыма, вот, который вернулся, так сказать, да, в родное лоно. Да. Вот, это уже сколько, 11 лет прошло, да? Да, 11 лет. Сегодня вот праздничный день у нас по всей стране. Вот, и сегодня я участвовал с молодежью, был митинг торжественный в день воссоединения Крыма с Россией. И очень приятно, что очень много молодежи было. И вот я был в Крыму в 2015 году, и в этом году тоже был. Очень большие перемены, вот, везде строится, и дорога Таврида построена, отличная трасса, вот, и уровень комфорта там стал больше, конечно, и, ну, Крым, можно сказать, преобразился. Преобразился, конечно, да. В последние годы. Крымский мост, скажем, да, мост. Это вообще великолепное строение. Да, и, наконец, очистные сооружения все появились, вот, поэтому мы очень радуемся, то, что вот есть у нас такая жемчужина туристическая в нашей стране, и вот то, что выбор крымчан, которые вот все проголосовали за то, чтобы вернуться в родную гавань, это был правильный выбор. Да, действительно, это был правильный выбор крымчан. Надо сказать, действительно, Крым был, остается и будет с нами. Да. В составе России. Да. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, сейчас, конечно, мы поговорим уже о вашей работе, о деятельности музея, вот о работе филиалов. У вас, по-моему, 7 филиалов, да? Да, у нас 7 филиалов. Сейчас насчитывается, да, и тех мероприятиях, которые вот посвящены к 80-летию Великой Победы. Ну, Николай Дмитриевич, с чего вы начали? Ну, все-таки давайте начнем с того. Все-таки вот последние, ну, год, наверное, может, чуть больше, да, вот о ремонте здания шла речь. Как вот сейчас ситуация? Да, с ремонтом у нас, да, идет, скажем так, не очень дела весело идут, скажем так, потому что здание у нас 1924 года постройки, вот, капитального ремонта там не было, вот, в 60-х годах был ремонт, и в 2003 году после этого больших ремонтов не было. Но я как стал директором, сразу начал работать по тому, чтобы сделать проектно-сметную документацию, реставрацию нашего главного здания. Вот, мы еще в 2021 году подписали, служба госзаказчика подписала госконтракт с Рестмастерской, с фирмой Рестмастерская, город Кострома. Вот, они проект сделали, но мы уперлись в то, что госэкспертизу не смогли пройти по пожарной безопасности, потому что в свое время был построен на вот пристройка второй школы, вот, которой она очень близко стоит, и вот церковь поставлена была, Спасская. Они не отвечают по новым требованиям по пожарной безопасности, когда вот 15 метров должно быть расстояние. Вот. Ну, вторую школу как бы из-за этого нельзя же убирать, получается, да? Ну, понятно, да. Да. Поэтому мы должны сейчас специальные технические условия получить, но пока вот финансирования на это нету. Но мы будем сейчас работаем над этим, чтобы вот специальные технические условия по пожарной безопасности получить. И после этого, но никто пока тоже гарантии не дает, что мы, если даже получим, можем построить. Вот. И, ну, или есть такой выход, что можно построить стену, противопожарную стену высотой 18 метров. Ну, это тоже как бы не очень будет выглядеть. Да. Вот. Ну, к сожалению, у нас вот такие пожарные требования новые. Вот. Поэтому здесь у нас вот вопрос стоит пока открытым.
Мгм. Но все-таки вот здание музея – это ведь объект культурного наследия, Да. регионального значения. Да, это объект культурного наследия, очень такой памятник, которого уникальный памятник, памятник, действительно, да. да. Его строили вот с 13 по 24 год. Вот, и мы, конечно же, будем дальше работать, чтобы вот реставрация все равно она будет проведена. Конечно, но Да. тем не менее все-таки коллектив там работает, да, принимает посетителей и так далее. Ну, Музей-то. Музей работает, да, у Работает. нас пристрой, и работает филиалы, вот сейчас мы в 3 зданиях находимся и работаем. скажем Ну, так. о филиалах вот что можете сказать Да. сейчас? У вас 7 филиалов, да? У нас 7 филиалов, это 3 в городе Якутске, 4 в районах, это в Намском районе, на родине Максима Кировича Амосова, в Татинском районе, на родине Платона Юнского и в Верхневеличском районе на малой родине Исидора Барахова. С 22 годом, если сравнивать, то у нас посещаемость выросла в филиалах на 11%, и сейчас примерно 54 тысячи человек в год посещают да? наши филиалы. Да. Мгм. Ну, самое большое посещение, конечно, это Черкех, музей «Политическая Да. ссылка». Вот там у нас посещаемость где-то порядка 12,5-13 тысяч человек. В этом году у нас выделили средства для того, чтобы сделать ограждение в селе Черкех. Наконец-то мы будем, торги уже прошли, в этом году выделили средства, и Черкесский музей получит ограждение. Дом-музей Емельяна Ярославского. Вот. Он был в 22 году, была проведена там реэкспозиция и проведен капитальный ремонт. Сейчас он работает. Вот, посещаемость порядка 11,5 тысяч человек. Дом-музей «Якутская ссылка». Это Да. у нас стоит так называемая Романовка 1890 года постройки на улице Ярославская, дом 5. Вот, там порядка у нас 7 тысяч человек в год. Мемориальный дом-музей Максима Кировича Амосова в Старом городе. Вот, Там, тоже- по-моему, ремонт тоже был Да, проведен. был ремонт в 22 году. Вот мы в 22 году был капитальный ремонт и реэкспозиция. Мы с федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» получили. Вот. И Республиканский музей истории государственности имени Максима Кировича Амосова. Вот он начинал в 1962 году как школьный музей, сейчас уже есть каменное здание, было построено в 2005 году, и в прошлом году мы провели там тоже в 2022 году провели капитальный ремонт. Вот. Музей государственности имени Аюнского, он введен в 2012 году, вот, был в селе Черкех Татинского района, был построен по новой технологии с винтовыми сваями. Вот, но эта технология показала, что она в наших условиях, к сожалению, не подходит. Вот уже сейчас, получается, 13 лет прошло, уже требует капитального ремонта, и в этом году нам выделили на это средства, и будет капитальный ремонт этого здания. Вот. Музей государственности Барахова. В этом году мы 15 февраля у нас новоселье случилось, да, был построен большой культурный центр имени Барахова. В этом центре не только музей, но и дом культуры и библиотека. Вот, современнейшее здание, очень такое современное, отвечает всем требованиям. Вот, поэтому, ну и в 23 году нам был передан Якутский кафедральный Троицкий собор под оперативное управление, для того, чтобы мы там совместно с епархией провели работы по реставрации. Сейчас тоже работаем с тем, чтобы вот у нас вот 2 больших объекта, это на улице Кондрашвили, вот это Троицкий собор, и вот наше главное здание. Ну что ж, конечно, надо сказать, действительно, работа очень большая проведена в последние годы. И, уважаемые телезрители, радиослушатели, телефон я назову: 32 2066 и 32 1166, еще один второй телефон. Если какие-то вопросы будут Николаю Дмитриевичу Бугаеву, директору Якутского краеведческого музея имени Емельяна Ярославского, звоните нам прямо в студию и задавайте их, да. Вот. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы перейти к нашему основному, да, музею краеведческому имени Ярославского. В целом, насколько в последние годы обновлены экспонаты, фонды музея, да? Ну, имеются ли в этом плане трудности какие-то, что-то вот сейчас?
конечно, есть, наверное, что Да, вот возникает. у нас, конечно, вот обновление фондов, закупка экспонатов, это для всех музеев, это всегда... да, всегда не хватает средств на это дело, получается, да, это во всем мире так получается, да. И предметы старины, они всегда, цена на них, стоимость их только с годами только возрастает. Вот. Но в 2022 году, в год культурного наследия, было выделено нам 5 миллионов рублей на закупку предметов. Мы купили уникальные предметы из семьи Алексея Алексеевича Кулаковского, Григория Андреевича Попова, первого нашего директора, фотографии и документы Сочиных, а также изделия народных мастеров. На 5 миллионов рублей была комиссия, закупочная комиссия, вот, ну и научный совет нам посоветовал закупить вот такие предметы. Вот. И также были куплены картины наших мастеров. Вот. Сейчас мы закупки совершаем за счет внебюджетных средств, ну и за счет наших уважаемых меценатов. Вот. Ну и, конечно, в дар приносят нам вещи. Ну, например, какие, если есть? Например, вот очень принесли вещи и библиотеку Семена Захаровича Борисова, вот, нашего крупного государственного политического деятеля. Фотографии были переданы Герою социалистического труда Шишлянникова Михаила Осиповича. Награды и документы нам приносят вот участников Великой Отечественной войны. Вот сейчас активно мы работаем с участниками специальной военной операции. Да, вот уже и это время тоже наступило. И это время наступило, да. Вот, ну я тоже вот в прошлом году был в длительной командировке 4 месяца. Кстати, нам не первый раз уже выезжаете. Да, я уже примерно несколько раз там был. Вот сейчас планируем в апреле тоже выехать. Вот, и оттуда тоже, ну, в 22 году было легче привезти вот эти. Сейчас стало чуть-чуть посложнее, да, там согласование надо сделать с Росгвардией, с контрразведкой, вот, но мы работаем, чтобы вот были вот, в этом году будет открыт в России, музее парке «Россия. Моя история», музей СВО. Вот, мы активно работаем и помогаем коллегам. Вот в крайний раз, когда я был в командировке, привезли мы с Луганска литературу украинскую. Вот, там, кстати, вот, это вот литература, где детей учат, как воевать, прямо вот по натовским стандартам, да. Вот, эти экспонаты мы привезли. Ну и, конечно же, это дары от участников специальной военной операции, вот, военные трофеи и, например, есть экипировка, которая была в бою, например, вот, со следами ран, даже есть такое. Вот, ну и мы активно работаем сейчас с музеями, с Луганским музеем краеведческим. Вот они тоже нам передали свои материалы. Есть где разместить-то? Да. Площадь позволяет? Площадь, к сожалению, вот из-за того, что у нас вот с ремонтами, с ремонтом проблема, но площадь, у нас 2 выставочных зала, они работают, вот, поэтому мы работаем, ну и сейчас вот помогаем, как я уже сказал, коллегам по музею СВО «Россия. Моя история». Да, вот в марте 1942 года, еще тогда, вот в 40-х годах 20-го столетия, вот если обратиться, конечно, к истории, открылась стационарная выставка, посвященная Великой Отечественной войне советского народа. Да? К юбилею Победы якутян тоже ждут наверняка какие-то насыщенные мероприятия. Давайте вот об этом, наверное. Ну, в год защитников в Российской Федерации, да, год защитников Родины в Республике Саха-Якутия. Николай Дмитриевич. Да. Ну, я начну с того, что на прошлой неделе 14 директоров наших музеев, и в их числе мой заместитель, они прошли большие курсы в Музее Победы в городе Москве, вот, и увидели вот новые технологии и вообще как делаются вот новые экспозиции в Музее Победы, который очень интересный музей, вот на Поклонной горе. На Поклонной горе. Да. И поэтому мы к 80-летию Победы мы планируем большие мероприятия. Ну, одно из основных, это будет 8 сентября мы
на мемориальном комплексе Саур-Могила, это в Донецкой Народной Республике, откроем выставку, планшетную выставку «Якутяне-освободители Донбасса», где мы покажем 8 сентября, да? 8 сентября этого года, да, в день освобождения Донбасса, мы договорились с министром культуры Донецкой Народной Республики о том, что вот эту планшетную выставку вот на святом месте, на Саур-Могиле поставим. И там будут истории наших якутян, которые освобождали Донбасс. Например, Петр Ананьевич Петров, полный кавалер ордена, кавалер ордена Славы, вот, он освобождал Волноваху, например, и его внук, родной внук, тоже в 22 году освободил вот Волноваху. Мы как раз в апреле там были, да. Вот. И в этом будут у нас, если говорить про Якутск, то это будет аудиовизуальная выставка «Голос фронта», где на основе писем с фронта учителя-фронтовика Егорова мы расскажем об истории Великой Отечественной войны. Вот. Выставка «Только победа». Также мы совместно с газетой «Сахасиря» готовим выставку реликвий. Это даже не выставка, а целый комплекс выставок реликвий Великой Отечественной войны, когда люди будут приносить реликвии, которые остались от ветеранов. Да. Реликвии ветеранов Великой Отечественной войны. Вот. Ну и выставки будут о наших военных, о военном поваре Марии Слепцовой, например, о генерале Притузове. Вот. Ну и сейчас начинается у нас конкурс «Голос Победы». Вот, кстати говоря, о конкурсе хотел спросить как раз. Посвященный, да. Это среди участников общеобразовательных школ. С какого времени у вас? Это уже идет конкурс, да, идет прием заявок, школы знают, дети активно у нас в этом конкурсе участвуют. Хорошо. Вот. Также у нас вот мы участвуем в Всенародном историческом депозитарии «Лица Победы» с Музеем Победы. Вот. Это крупнейший цифровой банк, где можно увидеть участников Великой Отечественной войны, их истории, фотографии. Вот «Лица Победы» мы на прошлой неделе Андрей Александрович Федотов, наш постоянный представитель в Москве, он передал вот истории фамилий, фотографии 2300 якутян, которые участвовали в Великой Отечественной войне в Музее Победы. Николай Дмитриевич, осталось буквально около минуты. Что скажете, обращаясь к нашим телезрителям, радиослушателям, жителям города Якутска, республики? Ну, я хочу всем пожелать, чтобы изучали историю. История это очень интересно. Вот, и чтобы посещали музеи. У нас мы работаем и по Пушкинской карте. Вот, и интересные экскурсии у нас есть. Поэтому хотелось бы, чтобы и муниципальные музеи, государственные музеи, они приходили к нам в музеи, изучали историю и сохраняли Двери музея память. всегда открыты, скажем так, да, для посетителей. Двери всегда открыты. Да. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, наш второй блок и в целом передача «Якут» сегодня подошла к концу. До свидания, всего доброго, до следующей встречи через неделю.